Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Efirde Laf Edelim Büyükalının programımız. Bu misafirlikte bizde bulunur Uşak Yev yaratmasında vokal üreticisi hem türkücü Irina Milkan. Bugün biz yine formatından dışına çıkacağız. Çünkü onun biz laf edeceğiz bugün Rus dilinde. Onun için affediniz hani bugün dilimizi değiştiririz ama sanırım hani gene meraklı olacak size izlemeye bizim programımızı. Ирина, добрый день, добро пожаловать. Здравствуйте, очень приятно. Как ваше настроение? Все супер, как всегда. Я рада, что вы смогли найти время и прийти на нашу программу и дать возможность нашим зрителям, вашим слушателям узнать вас поближе, поговорить о вашем творчестве, о вас как о личности. И, наверное, ваши фанаты будут сегодня в восторге, что смогут еще раз соприкоснуться с вами через нашу программу. Ирина, наверное, вот у всех творческих людей связь с их деятельностью начинается еще с самого детства. И выбор музыкальной, так скажем, профессии или музыкального творчества, наверное, у вас шло с самых-самых детских лет. Как вообще началась у вас, как вы познакомились с музыкой? Да, вы правы, конечно, это все с детства. Меня познакомили мои родители. Они, скорее всего, ну не скорее всего, так и было, они увидели у меня какое-то Талант. особое отношение, ну даже, не знаю насчет таланта, может быть и талант увидели, но, скорее всего, они увидели отношение мое к музыке, к творчеству, к тому, как я слушаю песни какие-то, да, каких-то артистов, как я их воспринимаю, как я их потом пытаюсь повторить. И они решили, что мне нужно отдать музыкальную школу. И были очень правы. Потому что музыкальная школа вообще, я считаю, что нужна любому ребенку. Даже если родители не видят, что у него есть талант, то это точно никак не будет минусом или никак не навредит ребенку. Это наоборот его будет развивать. Это, может быть, даже на самом деле откроет какие-то таланты, о которых мы даже не задумываемся. На какой инструмент вы поступили, когда был в музыкальной школе? Я заканчивала инструмент фортепиано. Да, общее фортепиано. Ну, там, естественно, у нас была и музлитература, сольфеджио, как музыкальная школа. Но все-таки вы выбрали в итоге направление вокал, а не инструмента. Да, да. Почему так произошло? Ну, в детстве вы тоже выступали на концертах, может быть, в школе. В школе всегда, да, но школа началась уже позже. Первоначально, вот, когда родители увидели у меня такое рвение к тому, чтобы петь, мама у меня работала, как и сейчас работает, директором Дома творчества, и она меня привлекла именно в организацию их мероприятий. Мы выучили песню первую мою. Я помню, что буквально недавно, кстати, я вспоминала, мне тоже спрашивали, как все начиналось, и я вспоминала этот день. Я вышла на сцену, это уже была большая сцена, это то есть для меня это было вообще вау, да. Это не школа и не музыкальная школа. Я вышла на сцену нашего Кумранского ДК, у меня было такое белое платье бальное, вот, и волнение было страшное, конечно, но после я почувствовала такой прилив энергии, люди мне аплодировали, они так меня прям встретили тепло, что я вот с того момента, наверное, почувствовала, что вот это мне нужно для жизни. То есть выйти на сцену, отдать какую-то свою энергию и получить взамен другую, и вот этим наполняешься и хочется дальше что-то творить. Ну вообще, какова роль первого выхода на сцену вообще в жизни любого творческого человека, на ваш взгляд? Роль? Ну вот вообще, вот вы говорите, что когда вы были переполнены, это, наверное, для вас было решающим моментом, идти ли по этой дороге или нет. Да, я так думаю, да. А вот для других детей, когда вот они первый раз выходят, и вы сегодня преподаете вокал, и, наверное, ваши детки, которые обучаются у вас, они же тоже первый раз выходят, да? Вот как вы их настраиваете? Потому что, наверное, вы, ну, на мой взгляд, первый выход всегда играет самую большую роль в будущем артиста. Да, это как становление, конечно. Если опыт не очень хороший, то вполне возможно, что дальше у ребенка может вообще, это может отбить желание.
Но могу сказать так, что мои детки в основном, если это большая сцена, то они выходят вместе, то есть это целый коллектив, и это гораздо проще, чем ребенок пойдет один. Поэтому я их настраиваю, вот если у нас какие-то совместные выступления, я настраиваю так, что ты не один, да, вы все вместе, вы друг друга поддерживаете, а особенно я. То есть я, если даже за кулисами, то я в любом случае с вами, вы чувствуете меня, что я сзади вас. Я как ваша стена. Я всегда говорю, визуализируйте так, что я тут, я с тобой, я рядом. И у нас были, естественно, и есть выступления и сольные, более крупные. И тоже я каждый раз перед выступлением я становлюсь сзади ребенка, вот так его обнимаю. И говорю, вот ты почувствуешь, что когда ты видишь на сцену, я точно так же стою с тобой. То есть не отпускать его одного, потому что все-таки у ребенка, мне так, конечно, никто не делал, я не знаю, я это интуитивно стараюсь помочь как-то, да, чтобы перебороть страхи. Да. Когда-то я это сама, наверное, в своей голове возможно, нуждались может в быть, этом. Да, может быть, но в принципе я не помню прям каких-то таких больших стрессов для меня. Да, бывали какие-то выступления, где, может быть, что-то там сорвалось по аппаратуре, или я, может, как-то не так спела, и мне было тяжело. Но я почему-то этого не запомнила. Хотя сейчас я очень переживаю за деток. Если у них что-то случается с аппаратурой, если это живое выступление, я всегда говорю, не переживать, не считать, что это что-то прям такое сверх, ну, то есть ничего глобального не случилось. То есть это технически, ничего страшного, все люди поймут. Но есть дети, которые вот после нехорошего выступления, конечно, у них потом остается осадок и нет желания выйти, да, либо есть еще больше страхов. Ну, это логично. Ну, об этом мы, конечно, в аудитории еще поговорим, но возвращаясь к вашему образованию, вы закончили музыкальную школу, но в итоге вы не выбрали профессию музыканта. Почему? Почему? Очень жаль. Да, я посчитала в тот момент, мне было 18 лет, когда мы принимаем решение, куда мы идем учиться. Я окончила школу, сдала бакалавриат, и после я поступила в университет. Я поступила в Болгарию, и мне тогда, на тот момент, мне казалось, что профессия, связанная с музыкой, будет, наверное, не очень востребованной. Да, востребованной, и что я заработаю, если у меня будет, куда я пойду работать. То есть тогда для меня не было так вот широко, наверное, я так широко не думала, не размышляла, потому что я была еще все-таки ребенком, 18 лет. Но это был ваш выбор. Да, абсолютно. Но, скорее всего, это был выбор, он был мой, но он был, скорее всего, навязан обществом, потому что так все говорили всегда. Но родители никак не повлияли на ваш выбор, не говорили, вот пойди в музыкальном направлении? Нет, они мне не рекомендовали ничего. Они видели, что я холодной головой размышляю, я считаю, что нужно идти куда-то там, экономика. Попрактичнее куда-нибудь. Да. Но если, наверное, я сказала, что я хочу пойти в музыкальную сферу, то, наверное, они меня бы не остановили. Я думаю, что не дали мне возможности. И вы в итоге поступили на экономический? Да. Вы закончили университет, но решили, что нужно вернуться. Я вернулась домой, и сначала немного поработала по специальности, поняла, что это не мое. Хотя там у меня тоже, в принципе, получалось. И в школе я тоже с математикой, с цифрами я всегда дружила. Поэтому я и выбрала экономику, в принципе. Но чисто психологически, вот такое эмоциональное состояние, конечно, мне хотелось всегда на сцену, мне хотелось в творчество, в музыку, и это мое. И я как-то так потихонечку перешла на сторону опять творчества, и потом переквалифицировалась, закончила педагогическое, образование получила педагогическое, и теперь уже работаю с детками. Ну, в какой момент вы поняли, что все-таки музыка это то, чем вы хотите заниматься? Я всегда это знала. Всегда понимала и знала, что я буду этим заниматься, даже если параллельно, если доход мне будет приносить какая-то другая работа, да, скажем, то это будет как хобби. Да, в любом случае музыка никогда бы не ушла из моей жизни.
Как к вашей профессии уже музыканта, да, человека, который преподает вокал, относится, допустим, ваша семья, ваш супруг? Что он говорит? Стоящая ли профессия? Потому что обычно мужчины, они к таким вот творческим профессиям всегда относятся с предвзятостью какой-то, что это не профессия, там должна быть более какая-то стабильная профессия, которая будет, может быть, давать больше заработка. Ну, сейчас, на данный момент, уже нормально. Уже смирились. Да, просто, ну, со временем, наверное, во-первых, все-таки это же тоже не приносит доход. Первоначально у супруга моего тоже точно такое же было понимание этого всего, да, что ну, музыка, ну, где там ты заработаешь, может быть, халтуры, да, там на свадьбах петь, но, опять же, это не моя история, потому что, ну, ему не нравится такое, что, да, допустим, если ты девушка свободная или там ты со своей семьей, да, с мужем, вы поете на свадьбах, да, свадьбы, какие-то корпоративы, то тут понятно, все нормально. А если ты одна, но у тебя при этом есть ребенок, семья, то есть у тебя какие-то есть обязанности, как у женщины, у жены, работать, конечно, ночью, вот в таком ритме. Это... В режиме нон-стоп. Да, это немножечко не про нашу историю. Поэтому, ну, как сейчас это у нас происходит, то есть я работаю нормально с утра до 5, и да, если есть выступления какие-то вечерние, то это тоже понятно, что все обсуждается и, в принципе, нормально уже реагируется. Уже все, приняли. Да. Процесс принятия уже произошел, уже все идет по своим местам. У вас, ну, несколько лет назад вышла песня про Камрад, она прям взорвала все чарты, мне кажется, радиостанции на юге, и она была очень тепло воспринята гагаузской аудиторией. Вы не говорите на языке. Не говорю, но очень стараюсь. Но поете на языке, Да. потому что это тоже как бы немаловажно. Конечно, хотелось бы, чтобы вы еще и говорили на языке. Я заговорю. Ну, все. Я думаю, что наши зрители это услышали, запомнили, зафиксировали и ждем в следующий раз вас уже говорящей на языке. Но тоже и то спасибо, как говорится, что вы поете на языке и продолжаете делать это дело. И как возникла вообще идея этой песни? Идея, мне всегда хотелось петь что-то, спеть что-то про родину, либо про город наш, либо про, в принципе, Гагаузию. Ну, меня всегда тянуло, естественно, на наши какие-то такие мотивы гагаузские. Естественно, мы же живем здесь, мы любим свою родину. Но на самом деле первая песня моя на гагаузском языке, она была про любовь. Тогда я еще не созрела, наверное, для того, чтобы выпустить что-то про родину. Но в мыслях было давно, то есть такое как бы семечко посеялось где-то у меня в голове, и в принципе как-то так срослось все. Я увидела в сборнике Петра Мойсова очень красивое стихотворение про Камрад. Прониклась им, я его прочла, перевела, мне его перевели, все объяснили, как и что, что означает, какие обороты речи. И идея музыки вообще была моего супруга, как ни странно. Он, в принципе, не из музыкальной сферы, но он человек, который очень слышит все. Ну, то есть, с хорошим слухом музыкальным. Да. И он меломан, он может, он воспринимает разную музыку. И, кстати говоря, он один из первых критиков, которому я там показываю, да, какое-то свое там произведение, будущее, либо там в процессе. Мне очень важно его мнение. Вот, и он услышал азербайджанскую песню народную, ему очень понравились мотивы, и он говорит, вот было бы классно, если бы ты сделала такую, но на гагаузском. И в принципе, вот впоследствии уже я это воплотила, и мы... Ну давайте вместе с нашими зрителями посмотрим на клип и послушаем эту песню. Şen gün yeşil
я поклинда. Mayıl kaldım ben sevdama, kıvrak yıldız oyununda. Döner güneş hem yıldızlar, türlü türlü geçer yıllar. Komrat senin yanın mutlar, onlar bana yardım olar. Ne söyleyeyim Komrat sana, benden başış Komrat sana. Komurtayın yecelini, senin eklerin adını. Ne kadar ben yaşayacağım, Komrat senin yan olacağım. Ирина, очень нежная, очень чувственная песня. Но, насколько я знаю, у вас на эту песню есть и ремикс, и это более такая активная, более зажигательная версия, так скажем. Почему вы решили чуть-чуть изменить стиль песни? Вообще очень мне нравятся вот такие версии акапельные, вот как у этой песни, у оригинальной версии. Здесь, конечно, можно помечтать, задуматься, да, там как-то включить ее прям на большом звуке или в наушниках, и она прям окунает куда-то там в другое пространство. Но такую песню петь где-то на публике, вот, да, на большой публике на сцене, не всегда уместно, я так бы сказала, и не всегда воспринимается правильно. Она такая немножечко деликатная. Больше фестивальная, мне кажется, для таких, где можно показать всю мощь голоса. Да, если показательное выступление, да. Но вообще она, скорее всего, направлена на то, чтобы слушать ее в одиночестве. Мне кажется, что это так. Для тех, кто уехал на заработки, вот одеть наушники и прям выплакаться. Да, таких слушателей, кстати, у меня очень много, которые вот за границей, и они говорят, что я включаю эту песню, и я просто улетаю, и мне кажется, что я возвращаюсь домой, и настолько прям расслабляет и вдохновляет. Мне очень приятно, конечно, слышать такие слова. Но, как бы возвращаясь к реалиям, понимаю, что людям нужен движ. Ритм. Да, и как бы это ближе к народу, и оно легче воспринимается, ну и более уместно, конечно, на таких мероприятиях масштабных. Поэтому мы решили, что мы сделаем версию ремикса, причем такую современную, где есть такой современный бит классный. И кто вам пишет музыку, кто делает аранжировку? Я работаю с Константином Душку. На данный момент только с ним, потому что мне кажется, мы как-то вот мыслим в одном направлении, и, в принципе, все, что он делает, все мне очень нравится. Мне кажется, что у него есть очень такое тонкое чутье, да, коллеги, с которым он работает, и, потому что у него очень разносторонние произведения, и нигде практически не чувствуется его рука, его рука не чувствуется. Это говорит о профессионализме, что он может отойти от своих личных каких-то интересов в музыке. Совсем недавно, если я не ошибаюсь, в прошлом году у вас появилась еще одна такая песня, тоже про родину, Гагаузия Ватан. Она тоже просто взорвала, мне кажется, все чарты, потому что, как вы сказали, современный ритм, современный бит, который зажигает молодежь особенно.
Как пришла идея написать эту песню? Ну, это было в продолжении. После Камрата у меня такой остался шлейф. Как будто не доработали, надо еще что-то сделать, да? Да, ну, потому что Камрат все-таки это узко, это чисто Камрата. Хотелось что-то так, чтобы это прям все... И для Чедерунги, и для Вулканешты. Да, чтобы всех гагаузов это задело. И меня познакомили с автором, молодым автором гагаузским, который не живет в Гагаузе и вообще в Молдове не живет. Он сейчас находится за границей, в России, по-моему. Но он... Как зовут? Николай Сир. Но он по-прежнему очень любит Гагаузию. И... Мне кажется, что любовь к родине больше проявляется, когда ты далеко от родины. Да, вообще, да, оно так усугубляется, прям это чувство. И он продолжает писать слова, различные там стихотворения, произведения. И вот я обратилась к нему и сказала, что я хочу. Но, кстати, на тот момент уже была готова демо-версия песни, то есть музыка уже была так на наброске. И он тоже очень профессионально сработал, он прям подобрал по ритму, как правильно, там, по слогам, к песне уже текст. И на самом деле могу сказать, что работа очень шикарная, потому что песня не замысловатая, то есть текст в принципе понятен. И на данный момент, мне кажется, вот сейчас людям чем проще, тем лучше, да, легче воспринимается, легче запоминается. Но в то же время там есть и красивые обороты. Ну, есть смысл. Да, есть смысл очень, да, прям такой душевный. Ну, где-то можно, допустим, я знаю, что на эту песню пока нет клипа. Мы нашли видео с вашего выступления с концерта, мы его чуть попозже включим. Ну, вот хочется спросить, вообще есть где-то на каком-то, может быть, сайте можно скачать желающим, кто хочет, допустим, включать его в машине, скачать на телефон? Да, я выпустила и Гагаузию, и Камрат в ремиксованной версии на всех площадках музыкальных, то есть я официально ее выставила на музыкальную платформу, поэтому можно скачать в любом доступном месте, то есть вбить просто в Гугле, и там выйдут варианты Spotify и Apple. То есть можно в Spotify найти? Да. По-моему, в ВК тоже должно быть, то есть в таком свободном доступе. Ну, это прекрасно, потому что не всегда удобно через YouTube. Человек скачал, да, и качество. Ты скачал и слушаешь, когда тебе удобно и в какое время удобно. Ну, в таком случае я предлагаю все-таки посмотреть ваше выступление с песней «Гагаузия Ватан».
Спасибо большое вам. Спасибо за поддержку, за то, что вы здесь в такую погоду. Хорошего вечера вам. Огромное спасибо. Да, конечно, музыка, которая заставляет, я чуть не встала и не станцевала, потому что музыка на самом деле песня, которая заставляет тебя впуститься в пляс. И поэтому, конечно, она всегда впечатляет и оставляет какой-то след в душе каждого слушателя. Ну, вообще, как принимает аудитория ваше творчество? Какие реакции, какие сообщения получаете? Пока что только положительные, слава богу. Я очень рада этому. И, в принципе, мне нравится, что молодежь воспринимает, потому что я это делаю как раз больше, наверное, для них. То есть идея именно песен заключается в том, чтобы сохранить фольклор, да, наши какие-то мотивы гагаузские, но так, чтобы это было интересно послушать молодежи и потанцевать даже под это как-то. Было бы прям для меня, это прям было бы очень приятно, если бы на своей какой-то там движухе молодежной включили эту песню и прям зажгли под нее. Ну, я думаю, что такие, наверное, случаи бывают, и еще, если нет, то обязательно будут. Ну, вообще, вот дорого ли быть артистом сегодня в Гагаузии? Да, я бы сказала, что, наверное, это не только к Гагаузии относится, в принципе, к творчеству сейчас. Люди стали ценить, наверное, себя больше и свой вклад. То есть просто там пойти кому-то там забиться в комнате, давай напишем песню, там музыку сделаем и просто за одно кофе или как сейчас модно, или за спасибо. Уже сейчас мало кто такое делает. Вообще так и должно быть, я считаю. Любой труд должен быть оплачен. И должен быть как-то вознагражден, наверное. Потому что если ты будешь делать все просто вот как бы... Без отдачи, безвозмездно, как говорят, просто ты не будешь, наверное, дальше подпитываться тем, чтобы это захотеть еще сделать. Да, тут даже не суть не в том, что вот там зажиравшийся или еще что-то, да, как-то вот мы все думаем о деньгах. Нет, дело даже не столько в деньгах, наверное, сколько просто вот в обмене энергии, да, и благодарности какой-то. Ну вот в последнее время очень быстро развиваются технологии, и искусственный интеллект прямо уже начинает наступать на пятки наших музыкантов, композиторов, аранжировщиков, и даже уже выпустили роботов, которые поют. На ваш взгляд, сможет ли все-таки искусственный интеллект заменить профессионализм мастеров, которые годами нарабатывали этот опыт? Я знаю, что есть и сайты, где можно уже и музыку переделывать под любой стиль, и задать задание, он тебе напишет уже готовый трек. Да, он сделает 100%, я уверена в этом, что сделает, все будет, это все так будет по книжке, то есть в этом не будет души. В любом случае никакой робот тебе не даст душу, и человеком это не будет восприниматься настолько вот точечно, чтобы попасть прям, в душу, вот как я рассказывала, песни про Камрад, что она задевает прям тех людей, особенно которых тут нет в Грузии. Робот такое вряд ли сделает, я думаю, как ни крути. Да, сделает там какой-нибудь биток, и будет просто там на 2 дня. Потанцуют, и все, потом забудут. В принципе, как и большинство песен на сегодняшний день. Дай бог, конечно, чтобы искусственный интеллект не стал профессиональнее наших специалистов, и чтобы не просто остаться без куска хлеба, а чтобы мы могли иметь возможность чувствовать музыку с душой, а не просто какие-то там алгоритмы, которые производят как конвейер какую-то музыку. Какие планы? Планируется ли какой-нибудь трек новый выпуститься? Да, планируется. Есть идея, есть уже небольшие наработки. Пока не буду прям точно рассказывать, что и как. Когда нам ждать? Да, я хоть завтра. Не от меня все зависит. Идет работа, естественно, людей, которые профессионалы в своей области. Так же, как тот же Константин Душку. Пока что работаем, работаем. Ждем, с нетерпением ждем. Я надеюсь, что скоро. Мы тоже надеемся, что скоро наши чаты пополнятся еще одной крутой песней. Наша программа подходит к концу, но у нас есть обычаи. Мы каждому гостю задаем вопросы из списка вопросов Марселя Пруста. Поэтому и вам предлагаю, вы об этом не знали. Это был наш секрет, и наши уже предыдущие гости, они
они уже прошли этот этап. Поэтому вам тоже предлагаю ответить на 5 вопросов из списка Марселя Пруста. Ну, первый вопрос такой. Какое качество вы больше всего цените в человеке? Я думаю, что искренность. Что бы вы не смогли простить? Предательство. Любимая еда и любимый напиток ваш? Напиток, вода, А еда? еда. Ну, вообще я люблю поесть. Мне много Но чего нравится. по вам не скажешь, что вы любите Ну, поесть. я стараюсь есть здоровую пищу. Даже не знаю, просто один продукт нужно назвать. Ну вот что вы, допустим, очень любите, но даже если вы едите здоровую пищу, не можете, допустим, всегда себе позволить. Ага. Но любимое прям Ну, вот прям. гадости, да, это я. Ну ладно, хорошо. Ну вообще-то нет, давайте тогда скажем, наверное, суши. Да. Что для вас счастье? Счастье. В первую очередь внутреннее состояние, да, мое спокойствие. А если у меня есть спокойствие, значит, у меня семья здорова, мои близкие рядом. То есть вы такая страшная в гневе? Почему? Вы говорите, если я спокойна, значит, у меня в семье все хорошо. Внутреннее умиротворение. Нет, да, шучу, вот это вот шучу. Счастье. Ну, такие бывают, знаете, когда вот есть мемы, когда оценивают знаки зодиака, да, там, если скорпион там просыпается, все стоят, молятся рядом с ним, чтобы он проснулся в хорошем настроении. Я об этом говорю. И такой вот Да, ну, просто счастье это такое. гармония в душе. Да, Да. наверное, так. Тогда всем спокойно. И такой вот последний вопрос. Кто или что для вас Бог? Сложный вопрос. Я даже не знаю, как это выразить, если честно. Вселенная, наверное. Спасибо, Ирина, что вы были сегодня с нами. Нам было приятно с вами пообщаться. Я думаю, любители вашего творчества сегодня получили массу удовольствия, а те, кто не был с вами знаком, сегодня познакомились с еще одним прекрасным исполнителем, прекрасным человеком. Я думаю, что каждый из них сейчас с нетерпением ждет ваш новый трек. Мы все ждем этот новый трек для того, чтобы и насладиться красивой музыкой, и насладиться вашим вокалом. Ну, а вам творческих успехов, хороших учеников в Доме творчества, хороших результатов, нескончаемого желания, энтузиазма в работе и, конечно, вдохновения, потому что если нет вдохновения, творческий человек угасает, и, конечно, творчество не идет вперед. Да, спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Было приятно познакомиться. Saygılı seyirciler, sağ olun sen bugün bizimle denizden notalaman bugün misafirlikte bulundu. Uşak Yev Yaratmasında vokal üreticisi, türkücü Irina Milkan. Kalın sağlıcakla.